Владимир Уйба продолжает лично информировать жителей Коми о мерах, которые принимают власти республики. Его новое обращение смотрите прямо сейчас. Дорогие жители Республики Коми, добрый день. Сегодня очередной доклад о ситуации с коронавирусом. Мы сегодня в очередной раз приросли. У нас прирост составил 58 человек. Это люди, которые к вчерашним 150 добавились с подтвержденным диагнозом коронавирус. 305 человек у нас находится в листе ожидания. Это первичное подтверждение. Люди, которые точно так же могут добавляться вот к этому списку. Как я и говорил, это мы абсолютно понимаем и осознаем. Это эпидемиологическая ситуация, которая не должна вас беспокоить, потому что она подконтрольна, и мы абсолютно понимаем, почему это происходит. Те 3700 человек, которые у нас находятся под наблюдением, переходят, в моем понимании, уже в ситуацию, когда нужно по ним принимать активные решения. Именно из этой когорты мы и получаем вот этот вот ежедневный или там еженедельный добавление людей, которые переходят в COVID+. Какие решения и какие меры я предпринял за сегодняшний день. Я согласовал с Федеральным министерством здравоохранения временную схему активного профилактического лечения. Это 3 препарата, которые мы за сегодняшний день, максимум завтра, доставим из Москвы для того, чтобы выдать через участковую службу вот этой когорте в 3700 человек, которые находятся под наблюдением. Именно, повторяю, из этого количества мы ожидаем, если ничего не делать, если активно не предпринимать никаких мер, и будем ожидать постоянной подпитки COVID+. Для чего проводится эта активная, такая медицинская, лекарственная профилактика, лекарственное лечение? Именно для того, чтобы терапия, для того, чтобы перевести ту часть людей, которые сегодня либо в легкой форме, либо носители, перевести в когорту людей, которые не будут выдавать COVID+. Мера беспрецедентная. На сегодняшний день в России никто пока такое решение не принял. Абсолютно уверен в том, что мы таким активным мероприятием снизим количество людей, которые перейдут в COVID+, и перейдут в тяжелое заболевание. Вторая история, которую мы сегодня обсудили на оперативном штабе, это снижение заражения людей в Эжвинской больнице. Вы знаете, что у нас часть пациентов там находится под наблюдением, и у них COVID+, и мы их лечим, наблюдаем, в том числе и медицинский персонал, который с ними остался в жестком карантине. Но часть пациентов, а на сегодняшний день их 47 человек, находятся просто в наблюдении, в лечении. За сегодняшний день мы отработаем маршрутизацию, и либо всех 47, если позволит их состояние здоровья, либо часть из них выведем в обсерватор. Для чего это делается? Это в первую очередь делается для того, чтобы не было внутрибольничного заражения, и эта когорта вот из 47 человек не стала когортой COVID+. Работа большая,
непростая, но за сегодняшний день я думаю, что мы с коллегами с этим справимся и вот 47 человек переведем в обсерватор. Следующая тема, которую тоже бы хотел поделиться, это вопрос идет с мест, вопрос идет от муниципалитетов, да и от вас. В постоянном режиме я получаю информацию о том, что малый бизнес совсем в плохой ситуации, и особая сегодня плачевная ситуация именно у малого бизнеса. Мы сегодня обсудили на оперативном штабе вопрос снижения мер, введенных планом по повышенной готовности и с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, а именно запись по звонку, обработка помещений, где проводится там работа, прием, там, не знаю, стрижка, там, маникюр и так далее. Вот с проведением всех противоэпидемических мероприятий, всей санитарной обработки, отработать все-таки механизм снятия вот этого жесткого режима повышенной готовности именно для малого бизнеса. Думаю, что в течение 2 дней мы такой порядок отработаем. Он очень сложный, потому что на самом деле, ну, понимаете, такая непростая ситуация. С одной стороны идет прирост COVID+, больных, пациентов, с которыми мы подтверждаем COVID+. С другой стороны, я говорю о том, что нужно снижать вот такие меры, жесткие меры по плану повышенной готовности. Отдаю себе отчет, что это непростое решение, но введение вот такой активной терапевтической поддержки, а именно медикаментозной поддержки, о которой я сказал в первой части, все-таки даст снижение того количества зараженных, которые мы каждый день подтверждаем. И второе – это безусловное выполнение руководителями и теми индивидуальными предпринимателями, которые готовы будут участвовать вот в таком снижении жестких мероприятий, выполнение требований санэпидрежима. Третья история. 13 апреля будет переведено все школы на дистанционное обучение, вернее, начато дистанционное обучение. И мы тоже понимаем, что сегодня уже по оценке руководителей образования не во всех школах можно будет обеспечить дистанционное обучение, просто отсутствие интернета, банально. Поэтому я дал поручение, чтобы подготовили план. Там, где дистанционное обучение возможно, его, безусловно, выполнять. Там, где невозможно, подготовить другие методы, другие схемы, возможности для дистанционного обучения детей. На сегодня я думаю, что достаточно. Я и так много информации дал. Закончу тем, что мы сегодня, обсуждая на штабе, столкнулись с достаточно банальной ситуацией. Вообще, как при выходе на улицу или при выходе, допустим, в больницу, как человек пользуется средствами безопасности, теми же перчатками и маской. Оказалось, что тема оказалась не такая банальная. Хочу напомнить, что средства безопасности, СИЗы, как мы их называем, это маска, перчатки, они имеют как правильный порядок их надевания, так и правильный порядок снимания. Вот хочу подчеркнуть, что это очень важно. И когда человек одел перчатки и маску и считает, что он в безопасности, а потом грязными перчатками начинает снимать маску или трогать лицо, то, конечно, это абсолютно неправильно. Поэтому банальный совет. Если вы пообщались где-то, сходили в поликлинику, в больницу, вернулись, у вас перчатки и маска, то сначала нужно снять перчатки, после этого помыть руки и только после этого снимать маску. Будьте здоровы и все-таки соблюдайте режим самоизоляции.